Я считаю, что каждый из нас, где бы ни находился, чем бы ни занимался, если имеет возможность, в том числе используя свои отношения, улучшить качество жизни наших граждан, он должен это реализовывать. Конечно. И если бы вы, Адгур Амирович, если наши коллеги, Роберт Аршба, Олег Барцыц, Адгур Хурхмал, имел бы такую возможность и не сделал бы для наших граждан, я считал бы, что это несправедливо. Поэтому, где бы я ни находился, чем бы я ни занимался, если у меня есть возможность помочь хотя бы одному гражданину нашей страны, для меня это важно, и меня ничего не остановит реализовать эту программу. Я хочу вам сказать, что Олег Мсасович Барцыц, Роберт Иванович, и, кстати, Адгур Димович Хурхмал много помогают людям. Да, Они действительно много помогают. О себе я говорить не буду, это неправильно, но они делают это без телекамер, без софитов, съемок фотографов и так далее. Есть такое выражение русское: «Сделал добро, выбрось в воду и забудь». Вот если бы так это происходило, конечно бы сегодня этот вопрос не возник бы. А все, что происходит, это просто такая, знаете, агитация на уровне каких-то 90-х годов. Ну, видимо, ваши пиар-технологи или политтехнологи по старым лекалам работают. Ну, оставим эту тему. И у меня к вам еще один вопрос, если вы позволите. Бадр Зурабович, мы, наверное, попозже поговорим о программах, и о моей, и о ваших, и будет у нас такая возможность. Но программу реализуют люди. Скажите, пожалуйста, а кто ваша команда? Потому что вокруг вас мы видим тех людей, которые действительно трудились последние 5 лет, довели нас до энергетического кризиса, загнали нас в долговую яму. Мы вокруг вас видим, по сути, действующих чиновников, которые якобы в отпуску. И если в случае вашего избрания, будет ли какое-то обновление кадров, или все те люди, которые работали весь этот период 5 лет с вами, они продолжат свою работу? Конкретно можно даже, вот я вижу, вы улыбаетесь, могу задать конкретные вопросы. Вот экс-премьер-министр, мною уважаемый Александр Золотинскович. Кстати, чью поддержку политическую вы искали в 2020 году? Нет, такого не было. Обращались? Нет. Это вас ввели в заблуждение. Если вы эту тему хотите развить, я вам потом расскажу отдельно. Но Александр Золотинский человек порядочный, и у меня с ним разные взгляды на строительство государства, но он никогда не обманывает. Вот то, что было, вы у него спросите, он вам расскажет о наших встречах. Но сейчас не об этом. Вот конкретно, если вы о нем говорите, и другие чиновники, которые сегодня активно работают в вашем штабе, они сохраняют свои позиции в вашей команде, и будет продолжаться то, что происходило все текущие 5 лет, или будут какие-то обновления? Адгур Амирович, хорошо, что вы задали вопрос. Такое ощущение, что вы мне здесь подыгрываете. Вы наверняка знаете, что мы Почему бы и нет? Стартовали с программой «Команда Абхазии». В рамках этой программы, запущенной платформы, более 2000 человек уже заполнило свои заявки для участия. Для меня очень важно осуществить работу совершенно при новых условиях и подходах. Считаю, что у нас очень достойная молодежь, люди, которые смогут себя реализовать в рамках управленческих кадров. Вы знаете, что у нас не было кадрового резерва. Основной упор я буду осуществлять в рамках работы этой платформы. Вы знаете, что такая платформа, кстати говоря, существует в Российской Федерации, благодаря которой многие губернаторы, депутаты Государственной Думы, заместители министров, федеральные министры прошли в рамках такого же отбора. И в этой связи считаю, что такой подход у нас назрел. Мы будем подбирать в команду людей, которые достойно будут представлять нашу страну. Вы знаете, что в нашей команде есть люди, которые уже имеют опыт. Я намерен в том числе собрать людей с разных команд,
Адгур Амирович, с вашей команды, с командой Роберта Аршба, Олега Барцец, с командой Хуркмал Адгура я не знаком, но уверен, что у нас есть потенциал собрать команду профессионалов, которые могли бы сделать очень много полезных вещей в рамках нашего государства. Что касается тех людей, о которых вы назвали, я действительно так же, как и вы, отметили, считаю их людьми достойными. У меня лично, ни у моей команды нет обязательств ни перед одним человеком. Поэтому я использую все свои возможности для того, чтобы собрать команду, которая достойно будет представлять нашу страну. И в этом смысле я буду опираться на ту платформу, которую мы создали. Еще раз повторю, более 2000 заявок. Это показатель на новое веяние, на новый спрос, появление новых лиц. И я уже в рамках работы с этими анкетами для себя отобрал людей, которые могли бы быть полезны в тех или иных областях. Мы продолжим эту работу. То есть вот эти чиновники, которые сегодня вас окружают, в вашей команде предвыборной, и делают большую работу, они завтра работать не будут, и просто вокруг вас они собрались в рамках какой-то идеологии. Я правильно понимаю? Я еще раз повторяю, что мы будем собирать команду людей, в том числе из действующего состава, привлекать новых людей, привлекать из тех или иных команд, которые мы, кстати говоря, за которыми мы наблюдаем, отслеживаем. А что говорить о чиновниках и о людях, которые поддерживают нас, Адгур Амирович, вокруг вас нет новых лиц. Это все те же люди, фактически, с кем вы работали. Почему? Алхас Владимирович Джинджалович, кандидат в вице-президента, Да, депутат парламента. экс-депутат Да, парламента, он конечно. никогда не был чиновником. И много других молодых ребят, которые сегодня себя проявили в течение этих 5 лет. Есть представители старшего поколения, это в первую очередь союзы интеллигенции, это ветераны национально-освободительного движения. Совершенно верно. У нас, И такая команда у всех, состоящая из очень достойных людей. И в этом смысле Дело же не об все достоинстве. эти команды не исключение. Мы можем говорить долго о тех людях, которые находятся рядом с нами. Но каждый из них в том или ином качестве принимал участие в тех или иных политических процессах. Мы в Абхазии Такие руководители, как Леонид Запшба, он же ваш соратник, он везде с вами находится, и как другие руководители. Это говорит о том, что вы завтра готовы их назначить, или бы отказать им в возможности реализовывать свои возможности в стране? Ну, в отличие, это же риторический вопрос. в отличие от тех, кого вы называете, нашу страну до энергетического коллапса из них никто не довел. Я просто про это спрашиваю. Что касается энергетического кризиса, давайте быть откровенными Давайте. и возвращаться к истокам этой проблемы. Давайте, Вы знаете, да. что ветхое состояние нашей энергосистемы, и, к сожалению, первый переток в Абхазию начался еще с 2016 года. Нет, раньше. В 2014-м, но оплата началась с 2016 года. Адгур Амирович, это как раз, когда вы были министром экономики, курировали отрасль. А какая сумма, напомните? 250 миллионов в 2017 году. Нет, у вас неверная 75 миллионов в первый год. информация. Значит, 30 миллионов рублей, и это и то за счет средств инвестиционной программы. это средства, которые должны были пойти Но в это экономику не нашей 1 страны. миллиард 900 миллионов рублей. Постепенно, значит, потребление энергосистемы нашей растет. Я бы хотел Не бы отметить... постепенно. Я Ладно, хотел бы Здравович, отметить, цифры Адгур упрямая Амирович. вещь. Я просто вам напомню, освежу я вашу все-таки память. договорю. Объем потребления электроэнергии в Абхазии, совокупный объем, просто чтобы это нам даст почву для дальнейшей дискуссии, в 2019 году составил 2 миллиарда киловатт-часов. Это в 2019 году. После того, как ваша команда легализовала майнинг, объем потребления электроэнергии в Абхазии увеличился на 50%. И уже в 2021 году объем потребления электроэнергии составил 2 миллиарда 900 миллионов киловатт-часов. То есть рост потребления составил 1 миллиард киловатт-часов. Соответственно, дефицит увеличился,
Российская Федерация в рамках дорожной карты, кстати, которую провалило наше правительство по выходу из энергокризиса, предоставляла нам ежегодно некоторый объем так называемого социального тарифа. Министр экономики неоднократно заявлял о том, что мы за счет этой сферы получим 600 миллионов рублей. В итоге мы получили минус. За счет какой сферы? Легализации майнинга. Так, хорошо. Так. Откуда это началось? Вообще, В смысле, с какого откуда периода? началось? Ну, вообще Легализация? деятельность майнинга когда началась? В мире когда началась? В Она началась в Абхазии меня в мире 2004 не году. интересует, в мире в меньшей степени, в Абхазии. Нет, когда я вам скажу, вот есть показатель электроэнергии, потребления, да, который ярко иллюстрирует. Цифры упрямая вещь, Бадр Разович, Нет, как я бы вам сейчас не о хотелось. другом говорю. 2 миллиарда киловатт-часов в 2019 году и 2 миллиарда 900 миллионов киловатт-часов в 2021 году. Рост на 50%. Соответственно, этот рост не произошел за счет резкого скачка экономики. Весь этот рост пришелся после того, когда вы легализовали майнинг на криптовалют в Абхазии, где обещали нам 600 миллионов рублей ежегодно доход, а вместо них мы получили 1 миллиард 900 миллионов рублей убыток. Кстати, за это никто не понес ответственность, эти люди спокойно продолжают работать. Но не об этом речь. Дело вот в чем. Российская Федерация нам предоставила объем электроэнергии в рамках вот этого социального пакета. Ежегодно они нам предоставляли. Большое спасибо Российской Федерации. Но на определенном этапе, когда Российская Федерация увидела, что дорожная карта по выходу из энергетического кризиса провалена вашим правительством, они перестали давать эту объем электроэнергии бесплатно. Поэтому, исходя из того, что вы в бюджет 2024 года не заложили эти деньги, в проекте 2025 года тем более этих денег не было, мы по 11 часов без света сидели по вашей вине, Бадр Разорович. У вас никакого плана Б не было. Более того, в рамках тех обязательств, которые вы взяли на себя, с 1 сентября 2024 года Российская Федерация приостановила софинансирование, это доплата этим бюджетникам. Ну, сейчас мы уходим далеко. У меня к вам еще один вопрос, если мы о экономике я заговорили. я не буду отвечать на вопрос, пока я не отвечу на предыдущий. Давайте. Значит, что касается проблем в энергетике, значит, вы так, мягко сказать, ушли от вопроса того, как появилась эта нагрузка. А как появилась? Значит, напоминаю еще раз. Значит, в 2016 году Абхазия оплачивает первый переток. Так. За 3 года тот упрек в адрес исполнительной власти за последние годы не принимаю, потому как вы сами не закладывали ни одного рубля для оплаты перетока. Нет, я не ошибаюсь. Я же работал заместителем председателя межправкомиссии между Абхазией и Россией. Да, и вы закрывали за счет инвестиционной программы, средства которой были направлены на восстановление социальных объектов, таких как школы, сады, инфраструктура в том числе. И поэтому здесь говорить о том, что это не наши деньги, это несправедливо, неправильно. Никто так не говорит. Давайте я все-таки договорю. Значит, с 2016 года мы оплачиваем переток. Так. Значит, в 2019 году у нас колоссальное потребление электроэнергии. В том числе колоссальное это сколько? Вызванное, вы уже назвали эту 2 цифру. миллиарда киловатт. Совершенно верно. А вы в курсе, что у нас 2 миллиарда амплитуда, 1 миллиард 900, 1 миллиард 800, 2 миллиарда, у нас это потребление примерно с 2013 года. Значит, то есть скачок... завершаю свою мысль. Да. И ничего того, о чем вы говорите, что было необходимо сделать для выхода из энергетического кризиса, вы не предпринимали, по сути. Кто вам это сказал? Ну, мы почему? в 2018 году запретили майнинг. Мы запретили майнинг? Нет, секундочку. Мы разработали... При этом ввоз на территорию Абхазии... А при чем тут ввоз? В смысле, а как запретили, когда оборудование заводится? У нас и горный бизнес запрещен в Абхазии, вы в курсе? Совершенно а ввоз там игральных карт запрещен или нет? Нет, это не то какое отношение имеет? Значит, зачем об этом вообще говорить? Я не знаю, эту тему вы поднимаете. Я бы хотел сказать следующее. Адгур Амирович, Хорошо. Слушаю. За 4,5 года в экономику Абхазии, помимо тех сложностей и нагрузок, которые мы имеем, в инвестиции в Абхазию пришли порядка 30 миллиардов рублей.
Это же дополнительные подключения, это дополнительные мощности. Это на майнинг 30 миллиардов пришло? Нет, это пришло на восстановление инфраструктуры, как аэропорт, как восстановление больших объектов размещения. Вы не знаете, наверное, да, что за 4,5 года в экономику Абхазии было введено порядка 30 миллиардов рублей. Только один объект по аэропорту — это 11 миллиардов рублей. Инвестиции в сельское хозяйство, частные инвестиции, государственные инвестиции — это все требует дополнительного подключения, требует дополнительных нагрузок. Кстати говоря, с 2008 года по 2019 год в экономику Абхазии порядка 6,5 миллиардов рублей пришло в экономику. То есть даже в этих показателях последние 4 года являются наиболее эффективными. В этом смысле, спорить с цифрами... Тогда у меня вопрос. Если вы говорите, за последние 4,5 года пришло 30 миллиардов рублей, я не знаю, каких рублей вы имеете в виду, наверное, российских. Российских, конечно. Но скажите, пожалуйста, а как так произошло, что вот по официальной статистике, она передо мной, численность работающих в экономике сократилась на 1700 человек? Да, очень правильный вопрос. Более того, дальше можно я дополню? Объем предприятий, производящих промышленную продукцию, сократился на 10 единиц. Объем производства промышленной продукции, если с учетом инфляции, сократился на 22%. В натуральном выражении объем сократился на 16%, если говорить о производстве вина, а минеральной воды вообще на 40% и пива 26%. Это все. Теперь, когда вы говорите про крупные инвестиционные проекты, аэропорт я вообще обсуждать не хочу, потому что проект аэропорта возник по объективным причинам, и они вам известны, Бадр Зурабович. Аэропорты Юга России сейчас, кроме сочинского, все закрыты из-за СВО. Вы здесь несправедливы. Хорошо, это моя оценка. Это вопрос, который Когда мы говорим об проработки. Крупных инвестиционных проектах, я хочу вам напомнить один проект, который вы презентовали, вы всем правительством там сидели, это Москва-Резорт, который должен был быть реализован. Объем инвестиций 20 миллиардов рублей, под это выделено было много земли, там сейчас ничего не делается. Более того, вы передали в аренду некому юридическому лицу, то есть это аффилировано с экс-губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, чернореческое форелевое хозяйство, где вы говорили нам о том, что там... Я вам говорил, ваша команда Кто это говорил? Ваша команда. Моя команда сегодня, я и Беслан Владимирович. Мы сейчас говорим про прошлое. То есть мы же говорим про прошлое, а вы были в части этой команды. Я понимаю, что вы сейчас хотите отмежеваться от прошлого. Ни в коем случае. Но я говорю, кто конкретно говорил такие вещи. Вот и кто презентовал. Я конкретно вас видел на презентации этого я был проекта. На презентации. Теперь, что касается чернореческого форелевого хозяйства, которое должно было расцвести, много было разных разговоров вокруг этого, я там недавно был. Вот то форелевое хозяйство, которое сохранил Рожден Агрба, ныне покойный, оно полностью уничтожено. Там нет ни одной рыбы. Там 2 человека, которые просто из чувства совести, чтобы вообще все, что осталось, не разворовали. А какие процессы? Они там находятся. Какие процессы? Да. В смысле какие? Восстановление объекта. Ничего там не происходит. Ничего. Я в детстве туда часто ездил, мой отец любил нас возить там на пикник. Вот как так в то время было, и так и осталось. То есть ни рубля инвестиций туда никто не привлек. Поэтому, когда мы говорим о объеме каком-то колоссальном инвестиций, честно вам скажу, вот эти цифры, когда мы все эти 5 лет слышали от вас, от вашей команды, и у меня такое складывалось впечатление, что это какой-то, знаете, 2 параллельных мира, в котором живет абхазский народ и руководство Абхазии. Потому что те 30 миллиардов рублей, о которых вы говорите, может быть, они куда-то и пришли. Как куда-то? Кому-то и пришли. И с этим, наверное, и связано то, что некоторые ваши коллеги приобретали себе там жилплощадь по 200 миллионов рублей и так далее. Это второй вопрос. Я не понимаю, как улучшилась жизнь жителя села Члоу, там, Кутол, Пакаш или Дурив, Шлыхна от этих инвестиций. Ничего не изменилось. Люди
цены выросли, цены намного выросли, 45% составила инфляция, зарплаты практически остались на том же уровне. Нет, это неправильно. А что произошло с Повышение зарплатой? заработных плат за этот период по разным категориям направлений от 100%. И вы знаете, что мы учителям в 2025 году, в январе, еще на 25% повысили Учителям вы- заработную плату, медикам, А какая средняя заработная плата сейчас? учителям около 20 тысяч рублей. Это средняя температура по больнице. Я вам хочу Да, конкретный вы вопрос знаете, задать. Можно? Давайте я все-таки продолжу тему. Нет, которую я вы про говорили. учителей. Можно один конкретный вам Да. вопрос задать? Вы знаете, какая заработная плата у учителя Ачандарской школы? Я знаю, какая Какая зарплата заработная у плата? сельских учителей. У конкретного Она ниже. Ачандарской школы Она в вашем ниже. селе какая зарплата? Да, Вы- от какая? 17 тысяч. Нет, вы ошибаетесь. Нет, не Нет, ошибаюсь. вы ошибаетесь, вы не знаете зарплату. Я вам скажу, зарплата учителя, которую он получает на руки в Ачандарской школе в вашем селе, составляет 14 тысяч рублей, максимум 15 тысяч рублей. Нет, Поэтому, они когда вы получают говорите о надбавки средней с заработной района. плате, о том, что 20 тысяч рублей – это средняя температура по больнице. Совершенно. Тогда, когда в Министерстве финансов некоторые сотрудники получают минимум 80 тысяч рублей в месяц, и сельский учитель получает 12 тысяч рублей, конечно, в совокупности может быть это и 20 тысяч рублей. Но по факту сельские учителя ту зарплату, о которой вы говорите, не получают. Я вам другой вопрос задам. Вы знаете, какая Ой, я зарплата? извини- я Не извини- надо Юрий меня Иванович, перебивать, пожалуйста. Я Нет, может, сначала завтра должен вы знаете, ответить. тоже Сначала, Вы знаете, какая сначала я зарплата, скажу об какая- инвестициях, о которых вы говорили, и которые, как вы говорите, не отражаются на Если жизни вы не граждан нашей знаете, страны. какая зарплата Хотел бы- учителя в вашем родном селе, Бадр Ну, Зураевич, это... Гурам Иванович, вы передергиваете факты. Я прекрасно знаю зарплату учителей в сельской местности. Я бы хотел бы вам сказать, что те возможности, которые дал наш бюджет за 4,5 года, который вырос в 2,5 раза, лучше, чем тот бюджет, за который вы несли персональную ответственность. Я за бюджет персонального Да, ответственности как нес. министр экономики и как вице-премьер, курирующий в том числе экономический блок, Нет, Бадр когда Зураевич, у вас неверная бюджет информация. нашей страны 3 года подряд не менялся. Это фактически стагнация экономики. Нет, это Бадр фактически, да, совершенно вам- верно. я вам С 2016 года Нет. по 2018 год бюджет нашей страны оставался на одном уровне. Как можно говорить о том, как Вы какой бюджет имеете в виду? государственный бюджет... Вы путаете с республиканским, Бадр Зураевич, у вас это Не-не-не. часто происходит. Вы, Нет. наверное, я вам скажу, Абдур а Амирович, бюджет в 2013 году, абхазский бюджет, что мы называем, составлял 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Уже в 2019 году он составлял 6 миллиардов 700 миллионов рублей. И каким образом вы видите, что он не менялся? Я вам говорю, что с Я вам 16 скажу про года по российскую... 18 Нет, год... нет, там Абдур речь Амирович, идет о совокупном объеме, если вы совершенно, говорите о я про это и говорю, там про речь идет о государственный российской бюджет, а вы финансовой говорите, что я помощи. говорю совершенно другие вещи. Я говорю о собственных доходах государственного бюджета. Так. Поэтому 3 года бюджет, который не меняется, не обсуждать и говорить о бюджете, который вырос в 2 раза, который создал дополнительные условия Бадр для Зураевич, я внедрения сейчас не таких про программ. Бюджет Я же говорю- говорю. Я говорю про зарплату конкретного учителя. А это в том числе отражение, я это вам- в том числе поддержка сельчан. А программа, на которую мы направили порядка 500 миллионов, полмиллиарда рублей на поддержку сельчан, это что, не поддержка? На лечение наших соотечественников за пределами нашей страны более 4000 человек направлено. Это все те же возможности, которые созданы благодаря данному бюджету. Поэтому, Адгур Ильич, давайте, я все-таки сегодня рассчитывал на другой формат общения. Я тоже, То, как Бадр мы видим, Зураевич. как мы планируем развивать нашу страну. Да, мы об этом то, поговорим. Как прийти Кстати, к тем вопрос целям. можно задать. Вы в одном из своих выступлений сказали, что зарплату вы хотите поднять до 45 тысяч рублей. А как вы планируете это сделать? В том числе благодаря возможностям бюджета нашей страны. Мы обязательно будем наращивать, увеличивать. Ну, а вы представляете, в каких объемах надо увеличить бюджет для того, чтобы была заработная плата 45 тысяч? Какие параметры? Мы к этим параметрам обязательно придем. Ну, конкретнее можно? Да, Какие да. период времени, какие параметры должны быть у бюджета, чтобы 45 тысяч была заработная плата? Вы знаете, что мы в рамках нашего бюджета
возможностей нашего бюджета, наращиваем объемы, и средства, которые дополнительно будут поступать, мы будем направлять в первую очередь на поддержку учителей, Какой медиков. должен быть объем бюджета Республики Абхазия, чтобы заработная плата была 45 тысяч рублей? Можно ответить конкретно на этот вопрос, Бадр Зурабович? Адгур Амирович, И в какие сроки можно этого достичь? в течение 2,5 лет мы к этому обязательно придем. А какой должен быть объем бюджета? Порядка на 50% повышения показателей собираемости собственных доходов. Так что, Адгур Амирович, я вижу ваши показатели по программе, где вы планируете выплачивать по 300 тысяч, по 500 тысяч. Да. Эти цели тоже надо подкреплять Пожалуйста, возможностями можно я вам бюджета. отвечу на этот вопрос? И знаю, какие расходы С удовольствием я необходимы отвечу. для реализации У нас все такого рода посчитано. программы. Вы говорите о золотых медалистах? Дай Бог. Ну, их количество небольшое, поэтому это Да, возможно. Это возможно. Да, а Дай Бог, остальные чтобы их программы? количество было настолько большим, чтобы нашему бюджету денег не хватало им платить по 500 тысяч рублей. Но, к сожалению, их не так много, поэтому по 500 тысяч рублей, то, что мы обещали, мы будем делать. Тем деткам, которые закончили школу на золотую медаль, они будут единоразовую помощь получать 500 тысяч рублей. А на серебряную медаль, соответственно, чуть поменьше, будет 100 тысяч рублей. Но если вы говорите о параметрах какие, вот почему я вам задавал и вопрос, потому что вы знаете, сколько у нас учителей в Абхазии всего? Наверное, Сколько? более 4000. Нет, у нас в Абхазии 3889 учителей. Это Имеется в виду, имеется в том числе в разных образовательных учреждениях, Нет, нет. в том числе и частных, более 4000 человек. это с частными вместе. Вот для того, чтобы поднять заработную плату учителям всем, не так, как вы в среднем по больнице считали, там где-то больше, где-то меньше, вот всем без исключения на 5000 рублей нужно в месяц всего 19,1 миллион рублей. В году это получается 230 миллионов рублей. Соответственно, когда мы говорим о том, что мы можем поднять заработную плату нашим учителям, и мы, кстати, собираемся существенно увеличить заработную плату учителям, преподавателям университета, воспитателям, тренерам, потому что образование мы, наша команда, считаем главным приоритетом. И За где счет каких средств? Я вам Вот скажу, вы за счет каких. задавали вопрос. 230 миллионов рублей – это не такая огромная сумма для нашего бюджета. Тогда, когда меня спрашивают, где взять деньги, я всегда отвечаю одним простым вопросом. Если абхазское государство будет выстраивать свою работу в рамках приоритета расходования государственного бюджета, у нас на все деньги будет хватать. А вот если мы в прошлом и позапрошлом году по вине вашей команды просто выбросили в море 2 миллиарда рублей наших денег, то когда мне говорят, что у нас нет 230 миллионов рублей на учителей, я улыбаться Не начинаю. по вине, давайте сделаем. Это же будет справедливо, если Дальше можно что я... мы все несем ответственность. Нет, я за хотя это не курировал энергетическую это я- отрасль, я часть ответственности несу на себе. Но вы Мы- как куратор, который долгие годы Какие долгие курировал. годы, Владимир Владимирович? Вы Ну, мою как, биографию 5 лет. плохо изучили. Ну, Теперь, что Адгур касается... Амирович, вы все-таки уходите от Что вопроса. касается На тренеров, вас вы ответственность знаете, есть за сколько... энергетические проблемы в Давайте нашей мы стране? о будущем Нет, поговорим. давайте. Я же уже на этот вопрос ответил, Бадр Зурабович. Не, вы не на это точно не отвечали. Бадр Зурабович, если бы вы продолжили бы ту работу, которую мы делали в Министерстве экономики, если бы не то, что даже продолжили бы, если когда принимали эти безумные решения, просто позвали бы и спросили бы, сегодня ситуация в стране... Я прошу прощения, а какую работу не продолжили? Вот вы начали, и Мы вы не запретили продолжили. майнинг, вы его легализовали и нанесли При колоссальные... этом запрета на ввоз не было. Опять и, вы с этим и в ввозом, 2019 году порядка 80 тысяч аппаратов находилось на территории Это Абхазии. неправда. Ну как неправда? Ну это неправда. Ну как Вот неправда? так Это неправда. совершенно очевидные вещи, с которыми Теперь дальше. спорить Вы тяжело. знаете, сколько у нас в Абхазии тренеров разных видов секций? Адгур Амирович, вы решили меня... 220 человек. Роберт, не надо, проверить пожалуйста. У нас на- время заканчивается? Нет, у нас время не заканчивается. Давайте мы сделаем паузу, уйдем на рекламу и вернемся. Начнем паузу. Передохнем чуть-чуть.
Яцахцойт ишиашоц ицо аефир. Ожи ажа яхтойт Бадра Зураб Пафергес цара шумоп хускуяна год иштирт. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Воспользуюсь этой возможностью. Я бы хотел задать вопрос, который широко сейчас волнует граждан нашей страны. Как вам известно, было сделано заявление экс-председателем службы государственной безопасности по итогам встречи с Эдгуром Эмирановичем и Валерием Рамшуховичем Ганба, на встрече которой ему объявили, что он отправляется в отставку. Но это, наверное, не самое важное. Самое важное то, о чем говорил Дмитрий Кучубевич, что на этой встрече задавались вопросы следующего характера. Есть ли возможность у нас самостоятельно охранять рубежи нашей страны? Я бы хотел напомнить то, как создавались условия по обеспечению охраны государственной границы. Каждый гражданин нашей страны помнит, как мы встречали пограничные войска Российской Федерации в 2008 году с цветами, с флагами, с надеждой на будущее, с возможностью... Я сейчас к этому прихожу. С возможностью сохранить мир и стабильность нашей страны. Могли бы вы пояснить, с чем это связано, почему такого рода вопросы ставятся на встрече? И, конечно же, в каком качестве, Эдгур Эмирович, вы находились на этой встрече с силовиками? Это очень интересная история. И не то, что интерес, это очень важная история, которую граждане нашей страны, кстати говоря, задают на наших встречах. Мы ответить на этот вопрос не можем. Прошу вам слово. Я на этот вопрос уже отвечал, но, честно говоря, странно слышать от кандидата в президенты такой вопрос, что я там делал, когда вы, не переставая, встречаетесь с разного рода министрами. Более того, в нарушении нашего с вами соглашения 25 февраля, на второй день вы его нарушили, к сожалению, вы в присутствии министра здравоохранения Абхазии в очередной раз, я уже запутался, что вы там делаете, то есть какие-то давайте все-таки автобусы раздать. Теперь вопросу, возвращаемся к государственной границе. Ну, по всей видимости, вас неправильно проинформировали. Российская Федерация находится здесь, на наших границах, в рамках соглашения о совместных усилиях по охране государственной границы. Это соглашение очень важное, и в рамках этого соглашения мы сумели выдохнуть, потому что до этого времени на государственной границе по реке Ингур за весь послевоенный период погибло 414 человек, наших граждан. Это силовики, вы помните наверняка, и сотрудники таможенного комитета ездили, и МВД и так далее. Вот так. И не только силовики, это представители интеллигенции. Много кто ездил. Да, но это были посменно ездили охранять. С 2008 года, как Россия нас признала, этот вопрос был закрыт, и мы с большой благодарностью относимся к Российской Федерации. Вы знаете, что и российские пограничники, и миротворцы погибали. И вопрос о том, чтобы убрать российских пограничников с абхазской границы, никто не ставил. Вас просто неправильно проинформировали. Вы, наверное, находитесь в контексте этих пропагандистов или внешних каких-то сил, которые Вы наверняка смотрели интервью бывшего председателя службы государственной безопасности, где он Можно я отвечу на вопрос? Он сказал следующее. Вопрос стоялся о границе. Действительно, вопрос стоялся о границе. И вот почему. Потому что я там оказался, почему я уже об этом говорил, скажу еще раз. Потому что до выборов за несколько дней я ставил вопрос о том, что в Абхазии находятся некие незнакомые лица спортивного телосложения. У них было замечено огнестрельное оружие. Я позвонил Валерию Рамшуховичу Ганба, исполняющему обязанности президента. Я сказал ему следующее. Я говорю: Валерий Рамшухович, у нас есть информация о том, что какие-то люди поселились в тех или иных гостиницах. Может, меня обманули, я не знаю, но вы проверьте. Он говорит: конечно, мы отреагируем. В итоге за день или два до 15 февраля они провели Совет Безопасности, где даны были поручения. Мы успокоились. В ночь, когда проходили выборы, 15 февраля, возле Центральной избирательной комиссии стояло несколько десятков человек, вооруженных,
которые зафиксированы были нашими гражданами. Правоохранительными органами или гражданами? Гражданами. Правоохранительные органы находились здесь, на территории центральной, там было огорожено, они находились за пределами. Опять же, когда это был зафиксирован случай, почему нас это беспокоит? Я вам скажу, потому что Абхазия это пересечение клубок разных интересов. И здесь, пока мы с вами занимаемся выборной кампанией, возможно, какие-то третьи силы, третьи, я имею в виду, у нас абхазо-российские отношения, какие-то третьи силы, в том числе из Грузии, из Украины, могут совершить провокацию. И мы хотим избежать разного рода провокаций, и чтобы не было столкновений. Поэтому, когда мы наблюдаем каких-то людей, неизвестных нам, неопределенных, не зафиксированных, это вызывает беспокойство. Выборы прошли, я позвонил Валерию Амшуховичу, я говорю, в чем дело, почему эти люди появились там-то, там-то? Он говорит, что силовикам было дано поручение. Ну, сейчас все пересказывать зачем. Когда пришел Дмитрий Кучуберия, мы ему задали, я лично ему задал вопрос. Я сказал, что почему вы с этим справиться не можете? Он говорит, я не могу с этим справиться. Тогда вопрос его отставки встал. Там не я его ставил, вопрос об отставке. Это исполняющий обязанности президента. Я считаю, что он имеет право, потому что если что-то произойдет, Бадр Зуравович, мы все пойдем обвинять исполняющего обязанности президента, так как вы здесь не имея фактов, как можно отправлять в так отставку он сам человека, подтвердил, который Дима Кучуберия сам подтвердил наличие этих людей. Дальше смотрите. вооруженных людей на Да, территории Абхазии, да, которые стояли у ЦИКа, Да. то есть не являющиеся гражданами Да, нашей да, страны. он сам Но там же это невозможная подтвердил. история. Не, ну почему? Вы Ну мне как? не верите? Что Ну как десятки машин, не машин, вооруженных, людей. ну они же Да, не на машин, транспортных не- средствах вот. подъехали. к Теперь ЦИКу, по говорят. государственной границе. И, кстати, этот вопрос тоже перевернули. И мне очень жаль, что вы вот в рамках этой повестки, видимо, ну, не знаю, ладно, не буду комментировать. Никто не ставил вопрос о том, чтобы российские пограничники ушли. Вопрос был в другом. Задавали ему вопрос. А как получилось так, что эти люди перешли через границу? На что он сказал, что наши пограничники, у нас на границе по реке Псоу, речь о этой границе шла, наши пограничники не оснащены соответствующим оборудованием для того, чтобы осуществлять соответствующий контроль. Там ребята стоят на холоде, действительно, у них нет таких возможностей, как вот на российской стороне, куда мы переходим, там все это сделано по-другому. Об этом шла речь, Бадр Зуравович, не о том, что кого-то убрать. Речь шла о том, чтобы как сделать так, чтобы мы сами тоже могли контролировать в полной мере тех, кто к нам приезжает. Он нам говорит о том, что сегодня просто ведется учет. Там ребята стоят на границе, я знаю, стараются все это делать. Наши пограничники, достойные ребята, но у них нет технических возможностей. Вот о чем шла речь. А все это перевернули так, как будто кто-то хочет убрать российских пограничников. Я понимаю, почему это делается. Потому что ваша предвыборная кампания, я не говорю о том, что это вы лично этим занимаетесь, не дай бог, но те люди, которые за вами стоят, эти политические технологии, которых вы привезли здесь, полгорода их ходит, они разворачивают в российской медиасфере такую модель, что якобы Адгур Арзанбай антироссийский настроен. Кстати, вы знаете, Бадр Зуравович, очень жаль, что вы не смогли из себя как-то, ну, не то что выдавить, а сказать хотя бы несколько слов. Вы же знаете, что Адгур Амиранович Арзанбай не является турецким агентом. Вы же знаете о том, что Адгур Амиранович Арзанбай не является гюленовским воспитанником. Когда об этом говорят известные российские журналисты, если бы про вас такое сказали бы, про моего коллегу и оппонента, я в ту же секунду выступил бы, обратился бы к этому журналисту и сказал бы: уважаемый такой-то, такой-то, наше дело внутреннее, мы сами здесь разберемся, у нас идет выборный процесс, не провоцируйте ситуацию внутри Абхазии, это не ваше дело. Во-первых, мой оппонент не является таковым, кем вы его называете. Просто не вмешивайтесь в наши вопросы. Вы являетесь кандидатом в президенты Республики Абхазия. То есть и я являюсь кандидатом в президенты Республики Абхазия. И каждый гражданин, вот честно говоря, вы там прокомментировали это возбуждение уголовного дела, надо разобраться, почему и так далее. Я от вас другого тоже ожидал, Бадр Зуравович. Это что получается? Что вы относитесь снисходительно к тому, что Следственный комитет Российской Федерации
У нас в Абхазии 90% все граждане России. Вот завтра кто-то там нарушит правила дорожного движения, или там на охоте выстрелит не в ту сторону, или что-то другое сделает, и Следственный комитет Российской Федерации будет на них возбуждать уголовные дела. То есть это получается, что вы к этому относитесь. Понимаете, Артур Иванович, я это же... отношусь в первую очередь к гражданам нашей страны. Если в отношении граждан нашей страны, я повторяюсь еще раз, чтобы было понимание. Заводятся уголовные дела, это ответственность исполнительной власти, органов правопорядка, которые должны иметь материалы, на основании чего в рамках взаимодействия выстраивать свою работу. Если нет реальных оснований возбуждения уголовных дел в отношении наших граждан, мы эту позицию до конца должны отстаивать. Здесь, значит, двухсмысленного отношения к этому вопросу быть не может, но все-таки я вернусь к другой теме, с которой начинали. Вы все-таки причина отставки исполняющего обязанности председателя службы государственной безопасности, вы утверждаете, что была из-за того, что технически нашу границу невозможно не в этом, обеспечить. Нет. Дело по в том, реке что Псол. причина его отставки, вы у него самого спросите, не я его отправлял в отставку. В вашем присутствии. Ну, в вашем присутствии здесь полкабинета министров Российской Федерации приезжает. Что Нет, вы там не только обсуждаем кадровые вопросы. вы мне говорите, Мы там что не вы к этому обсуждаем отношения кадровые не вопросы. имеете. А в моем присутствии я вам скажу почему. Да. Я кандидат в президенты. Так. Все, что касается выборного процесса, касается меня напрямую. Если произойдет завтра провокация, о которой мне было известно, что она может произойти, я ничего не сделал, это будет и на моей совести. Я считаю, что как кандидат в президенты, как гражданин, я должен сделать все для того, чтобы завтра не было никакой провокации, и мы выборы провели в спокойной атмосфере. В первую очередь это ответственность исполняющего обязанности Теперь, президента, когда вы который наделен полномочиями и возможностью решать эти вопросы. Ну, в итоге тогда людей, которые якобы находились с оружием в городе Сухум, были найдены? Либо это были слухи. На основании слухов отправлены в отставку исполняющего обязанности он сам председателя. подтвердил, эти люди больше не фиксируются нашими гражданами. У нас есть своя служба безопасности, пока мы этих людей не фиксируем. Как их зафиксируем, то мы об этом сообщим правоохранительным А органам. кроме этих людей есть группы лиц, которые передвигаются с оружием? Вам известны такие факты? Нет, неизвестно. И Вам известно? оказывают давление на избирателей. Есть такие факты? Вы Я слышали что-нибудь? таких не слышал. А вы слышали? Да, слышал. Ну, а почему вы не обратились в правоохранительные органы? Мы, значит, фиксируем эти мероприятия. Ну, почему не обращаетесь, если есть нарушение закона? Мы И прав наших граждан. фиксируемся и будем обращаться в правоохранительные органы. Накапливаете материал? Да, совершенно. Ну, хорошо, накапливайте. Адгура Миранч, я напоминаю, я всего лишь напоминаю, апсышала азарахтир, даразибзин, хабасахара карцует. А стара психола, урысшлаги, психологи. Психологи. Психологи сход бадра зраби па убаси алар наса хажлар шалархар. Абри администрация президента ус хыжвоз. Анда якоршас. Шурги жома. Шмышпату. Адгура Мирады Павыдас стара зақовстугелыс каута хасарас го излана гола андагзум ауюдысхчо. Ауюдысхчо. Мы хамбе Ижлар. 15 ноября. Ижлар арзнешо. Сара дача қосшак хам хазик қосшак қосшак самоеб сырги қосшак сыму. Сара қосшала ятана год хаскуяна год. Ава рабжара аймада рабжицара азидзуира сара шурги сырги ири хадзохын карат узбартаджа хнер хтахуб хажлар гуанага рахмахар ихгуам пхо хахар хтахумко асепшико ахумивгаши яшадзам хайзыц пхедзот сара андак самхчидзыц инугзалаги хажлар срылагалоп џьаргьы сцапҳа сгәы иҭаӡам инызгӡо иҟасҵо зегьы ҳара ҳаимадара арӷәӷәара ҳажәлар ракзаара азҵаарақәа аӡбара усуп. Убри аганахьала сара аандакала
аӡәы дааныскылап ҳәа агәҭакқәа сымаӡам. Ипсил. Павел Здравик, анда акваршана администрация президента анда акваршана яшпсаш тахцым. Яшызым у яшами? Иашаӡам сымҳәаӡеит сара Яшу хатала. яшами. Уи аҳәынҭқарра аныҟала азинхьчаратә усбарҭақәа ижәдыруа ус еиԥш ихьчоуп. Иара аҳәынҭқарра хада иусбарҭа хьчазаргьы акгьы амаӡам, аха сара ахаҭала шәсызҵаауазар, уи сызгәаанагароуп. Сызгәаанагара ас еиԥш иҟоу ауаа цәырҽыхьчара акәымкәа, иара аҳәынҭқарратә хыб ахьчаразы иҟаҵан ҳа сгәы иаанагоит. Уи насадҵан рырҭоз сара аӡәгьы адҵа исымӡеит, уҩыза алшарагьы сымаӡамызт. Сара сгәаанагарала аан аӡәгьы даанагылаӡом. Уи аҭоурыхлагьы иаҳдыруеит, аԥсҭазаара аҟнагьы иаҳбахьеит, аԥсуа игәаанагара аниҳәо, уи даҽакала имҩаԥысуеит. Уи зныкы мҩымтәым ҳахьхысхьеит урҭ азҵаарақәа.